В детской кардиохирургии Республиканской больницы номер 1 до конца года появится свое отделение интенсивной терапии. Оно будет рассчитано на 5 реанимационных коек, что позволит принимать больше пациентов младшего возраста, в том числе и новорожденных. Об этом ЕСЯ рассказал главный врач детской кардиохирургии Олег Константинов. Планируем примерно в октябре этого года открыть новое реанимационное отделение, именно предназначенное для детей с врожденными пороками сердца от 0 до 17 лет включительно. Сейчас вот идет поступление оборудования и настройка нашими инженерами и специалистами оборудования, которое было закуплено в прошлом году и в этом году новое. Ну, у нас для реанимации, детской кардиореанимации всегда оборудование считалось дорогим. К счастью, у нас в процессе формирования уже этого отделения. Ну, например, вот 5 аппаратов искусственной вентиляции легких поступили. Они универсальные, уникальные. На этом одном аппарате можно проводить искусственную вентиляцию детям от 2 килограмм и выше. И вот один из самых дорогих аппаратов у нас поступил. Это аппарат искусственного кровообращения сердца, который будет использован во время операции с остановкой сердца. Он очень дорогой, конечно, но комплектация у него тоже очень хорошая. Мы сможем любые операции на этом проводить аппарате. Реанимация у нас рассчитана на 5 коек педиатрических, но мы можем при необходимости развернуть до 6 коек послеоперационных или тяжелых больных. Мы собираемся оперировать и новорожденных детей. Они всегда тяжелые и тяжелее выходят. Опыт уже Мы уже начали. Мы уже начали оперировать детей. У нас около, если с прошлым годом считать, мы прооперировали 8 новорожденных. 5-4 дня от рождения. Самый маленький вес был 1 килограмм 100 грамм. И как операция прошла? Операции все прошли удачно. Ребенок, когда рождается, не всегда, конечно, он полностью сформирован, но после рождения уже изменений дальнейшего формирования сердца не происходит, поэтому их надо коррегировать. У новорожденных это жизненно необходимо. Если не оперировать, они, получается, 80% умирает. По статистике, в Якутии нуждается в операции на сердце около 500 детей в год. Еще совсем недавно в отделении кардиохирургии, где получают лечение взрослые пациенты, оперировались и дети с врожденным пороком сердца. Объем таких операций из-за того, что и взрослых пациентов у нас в республике хватает, был не очень большой. И мы не могли, учитывая находящееся оборудование, производить операции по всем порокам сердца. Сейчас это планируется, и проектной мощностью нашего отделения является около 200 операций в год. Поступают в отделение с самыми различными диагнозами, начиная от врожденной ишемии. С диагнозом открытия артериальных протоков в педиатрический центр попал 8-летний Кирилл, у которого при прохождении медицинского осмотра педиатр обнаружил порок сердца. Мы просто проходили медкомиссию в бассейне. Мы обратились к кардиологу, чтобы сделали УЗИ. Ну и там выявили порок сердца. Кардиолог сама нам сказала, что она поговорит с заведующим отделением, и он нас запишет на операцию. Он сказал, что сразу нужна операция. Приняли нас хорошо, спасибо врачам. Операция прошла успешно. Как ваш сын себя чувствует сейчас? Ну, хорошо себя чувствует. Ну, мы не делали, нам сделали анестезию. Мы наркоз не делали. Потому что ребенок большой, он уже подготовлен был. Провели беседу, лежал спокойно. Главная задача якутских врачей – все операции проводить только в республике, не направляя маленьких пациентов за регион. У нас детского отделения не было, поэтому это большие затраты для республики, для пациентов, их родителей. Это, и операции оплачиваются федеральным бюджетом, но родителям надо где-то жить, снимать квартиру. Сейчас этого, в принципе, не будет. Некоторые пациенты вообще не получали раньше такой помощи из-за того, что дети не доживали, просто не доживали. И их тяжелый новорожденный ребенок, например, невозможно транспортировать. Сюда, в город Якут, сложно доехать, а отсюда еще увезти
со специалистом в другой центр, это иногда бывает невозможно. По мнению Олега Константинова, отделение их уникально еще и тем, что здесь работают свои детские кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги и кардиореаниматологи, которые уже имеют опыт работы именно с детьми. Конечно, при этом, как и во всей сфере здравоохранения, ощущается и нехватка персонала. Основной нехваткой являются специалисты, анестезисты, сестры, медицинские сестры, специалисты сестринского, врачебного уровня, конечно, побаиваются таких сложных пациентов, которые у нас будут и есть. Ну, основное это да. С детьми не все готовы работать, особенно с новорожденными. Олег Константинов отмечает, что во всех центральных городах России, не говоря уже о западных странах и Европе, у любой клиники есть свои меценаты. Я очень хочу, чтобы в нашей республике такое было. У нас есть один спонсор, который нам помог системой кондиционирования, установки его в отделении и в операционном зале. В операционном зале у нас будет установлен кондиционер. Кондиционер устанавливается не по прихоти там, врача, а это необходимо для того, чтобы охладить пациента во время операции. Для нормальной циркуляции воздуха? Да. Нет, чтобы организм ребенка легче справлялся с операцией. То есть его нужно необходимо охладить. И в этом нам помог Данилов Иван Иванович. Это депутат городской думы. Помочь отделению детской кардиохирургии может каждый, стоит только протянуть руку помощи и подарить жизнь детям Якутии. Надежда Ефимова, Денис Попов, Каролина Босикова, ЕСЯ.